Предыдущие президенты просто поклонялись американцам и исполняли все, что они скажут. Но я не такой, потому что я хорошо помню историю и до сих пор чувствую эту боль. Именно эта боль заставила вас назвать президента Обаму тем, кем вы его назвали? You must be respectful. Don't just throw away questions and statements. Urahin kita dyan sa forum na yan. I do not like to... Я не люблю, когда мной командуют. Всякий раз, как раньше, так и сейчас, когда Соединенные Штаты выступают с критикой в наш адрес или делают нам замечания, они формулируют это как условие. Если вы не сделаете то или это, или если вы поступите вот так, а нам это не понравится, мы прекратим вас поддерживать. И так каждый раз. С этим сталкивались несколько моих предшественников. Вы понимаете, Америка не является участником Международного уголовного суда. И при этом Обама грозит мне судебным преследованием. Извините. Он, наверное, разум потерял. Но опросы показывают, что большинство жителей Филиппин поддерживает альянс с США. Да. А как тогда вы планируете... Мы были американской колонией почти 50 лет, поэтому здесь нет ничего удивительного. Это, можно сказать, в крови у филиппинского народа. Но я постепенно объясняю стране, почему я принимаю такие решения. Мне кажется, что сердцем филиппинцы все понимают. Ведь я очень громко заявлял, мы не нация попрошаек. Мы проживем и без вас. На саммите АСЕАН в Лаосе у меня состоялся разговор. Я лично попросил о возможности побеседовать с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. И я сказал ему, я ни о чем не прошу. Мы выживем и сами по себе. Я просто хочу, чтобы вы знали, мне хотелось бы сближения с вами и с Китаем, поскольку мне не нравится то, что с нами происходит сейчас. В последний день саммита АТЭС в Перу я встречался с Владимиром Путиным. Он пожал мне руку, улыбнулся и сказал, «Здравствуйте, господин президент, жду вас в гости в России». Я ответил, «Да, конечно, только не сейчас. Я холод не переношу».